Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Азербайджанская прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для известной журналистки Хадижи Исмайловой. Здоровье президента в США. Джимми Картер установил новый стандарт открытости. И сильный град уничтожил виноградники в крупнейшем винном регионе Грузии. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени. В Праге с вами Шахида. Якуб, здравствуйте. Десятки машин, почти 40-градусная жара и отсутствие каких-либо бытовых условий. Это будни на административной границе между материковой Украиной и Крымом. Наш корреспондент побывал на пропускных пунктах на Херсонщине. Вокруг на несколько десятков километров нет ни гостиниц, ни залов ожидания. Только несколько сооруженных на скорую руку торговых точек. Это пропускной пункт Чаплынка, один из 3 в Херсонской области. Отсюда люди пытаются выехать в Крым, но получается это не у всех. Не сдерживая слез, жалуется крымчанка Валентина. Она приехала на границу встретить невестку с годовалой внучкой. Но из-за проблем с документами ребенка 2-й раз не пропускают на полуостров. Теперь куда? У нее ни денег, ничего нет. Надо гостиницу искать. Где здесь гостиница? Молодой человек, дайте нам ночлег, чтобы ребенка оставить с невесткой до завтра. Вагончик. Да, есть диванчик. Бытовые условия фактически отсутствуют и на КПП «Каланчак». Людям приходится пешком с багажом проходить несколько километров в степи. В каких условиях приходится пересекать границу, приехал посмотреть замминистра инфраструктуры. Именно это ведомство ответственно за обустройство пропускных пунктов. В ближайшее время мы постараемся установить тенты. Я думаю, мы сможем это сделать более-менее оперативно, не ожидая разработки полноценной сметы. Также постараемся пустить воду питьевую, чтобы люди могли ней пользоваться. Не лучше обстоят дела и на самом популярном пропускном пункте Чангар. Вокруг разрушенные дома и закрытая гостиница. В профильном министерстве обещают, что скоро на этом месте будет стоянка для грузовых и легковых автомобилей, что должно значительно улучшить комфорт передвижения пассажиров. Но пока на сегодня здесь нет даже нормальных туалетов. Они есть на самом деле вот за вот этой вот постройкой, но добраться к ним мешает высокий забор. Областные власти уверяют, совсем скоро на Чангаре появится сервисная зона. Проект создан, и частные инвесторы уже готовы выделять деньги. Место для отдыха как пассажиров, так и пешеходов, водителей. Планируется место отстоя транспорта крупногабаритного. Планируется отделение банка. Естественно, там будут места, о которых мы говорили, санузлы. Возможно, будет даже предусмотрены душевые. Пока из всего перечисленного установили только мобильный зал ожидания. И тот стоит без электричества. Закуплены и биотуалеты, но они пылятся на складе, пока оформляются нужные документы. Не решило еще профильное министерство и земельные вопросы. Разобраться со всеми документами в Министерстве инфраструктуры обещают до 15 сентября. До этого времени ждать серьезных изменений бытовых условий при пересечении границы людям не стоит. Ирина Любич, «Настоящее время», Херсонская область. Не лучшей ситуации для тех, кто направляется в Крым со стороны России. Длинные очереди, многочасовое ожидание, теряющие терпение водители и пассажиры. Такая ситуация стала типичной для Керченской переправы. Она связывает Крым с материковой Россией. Подробности репортажа Евгения Титова. Валерий Зайков едет в Крым на машине. Чтобы заехать на паром, нужен посадочный талон. А если талона нет, есть варианты. Обратившись к парню, то он сказал, что за 3000 даст нам посадочный талон, то есть льготный посадочный талон. То есть речь шла о взятке? Да. Вы дали эту взятку? Нет. За бесплатным талоном едем в Накопитель. Это 12 километров от порта. В Накопителе приемная прокурора, которому хотим сказать про 3000. Даже следов нету. Звоним в краевую прокуратуру, там говорят разбираться на месте. За переправу отвечает единая транспортная дирекция, но ее телефон отключен.
Валерий берет посадочный талон и становится в очередь. Без очереди пускают льготников, но что-то их все больше, удивляются водители. Откуда столько льготников взялось, тоже непонятно. Почти 30% от всей массы, которая приходит. Это тоже какой-то беспредел, с этим надо разбираться. Люди едут без очереди, проезжают мимо нас, потом влазят в очередь вообще. Никто не контролирует, вот гаишники стоят, ничего не делают. Работники «Жезла» интервью не дают, мол, некогда. Зато Денис Шильцев не спешит и вообще доволен. Прошли, в принципе, быстро. Вот единственное, только вот этот вот участочек. Ждем, а так все устраивает, все хорошо. Дом на колесах – это когда ты никому не должен. Валерий Зайков тоже за это. Взятку он так и не дал. В накопителе выждал 4,5 часа. С ним его старенькая мама, ребенок войны. Незадолго до программы с нашим корреспондентом связался Александр Бородин, представитель общества «Морская дирекция», который отвечает за работу Керченской паромной переправы. Как сообщил господин Бородин, по факту, изложенному в сюжете, будет проведена проверка и установлены все обстоятельства происшедшего. 9 лет лишения свободы запросил госпрокурор Азербайджана в качестве наказания для известной журналистки Хадиджи Исмайловой. Напомню, что вчера суд на закрытом заседании закончил рассмотрение дела 39-летней журналистки. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Сама Хадиджа Исмайлова отвергает обвинение и считает, что ее преследуют за журналистские расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти, в частности, членов семьи президента Алиева. Вынесение окончательного приговора намечено на 26 августа. Российское правительство утвердило концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Документ запрещает отрицать репрессии 30-х годов прошлого столетия и оправдывать роль Сталина в этих репрессиях. Между тем, согласно опросам, жители России все чаще симпатизируют фигуре Сталина, а в российских городах вновь стали появляться памятники вождю всех народов. Это город Липецк, почти самый его центр. Здесь, рядом с офисом местного отделения КПРФ, с недавних пор стоит бронзовый Сталин. Это проходное место. Никаких цветы здесь постоянно. Инициатор установки бюста убеждает нас, что Сталин сегодня как никогда нужен россиянам. Да мы это и сами видим. Вот местные зашли сделать пару фоток с вождем. Кто бы что ни говорил, все это фуфел. Вот он молодец. Депутат Разворотнев явно доволен. Похоже, социологи не ошиблись, и россияне действительно стали больше и жарче любить Сталина. Но все-таки он много людей погубил, наших сограждан с вами. Но он не только погубил, но он много и хорошего сделал для России. Он же убивал людей, расписывался под документами расстрелянными. Это наша история. От истории никуда не деться, все равно, какая бы она ни была, но наша история. Из десятка опрошенных нами горожан против бюста высказался только один человек. Мою бабушку раскулачили, за счет его. Отняли все, сослали в Сибирь. Моя мать родилась в Сибири. Поэтому меня очень это смущает. И это надо, суку такую, это черт. Ему рога если привесить, его надо снести. Вон они лежат. А всего в 100 километрах от этого бюста, в предместьях Воронежа, в строительных мешках под открытым небом лежат человеческие кости. Руки, ноги, челюсти репрессированных в 1937 году. Когда ты начинаешь один скелет выбирать из общей кучи, а это такая спрессованная свалка. Разделить вообще останки по личностям невозможно. По личным вещам, очкам, мундштукам, расческам определили. Это была местная интеллигенция. Кости нашли здесь, в Дубовке, на бывшем НКВДшном стрельбище. А чуть дальше, там, в молодом сосновом лесу, такие захоронения находили десятками. Вот могила, которая была вскрыта в 90-м году. Раньше был... Одна из первых, да, я так понимаю? Одна из первых. У каждого холма памятный камень с указанием количества погребенных, а на деревьях вокруг именные таблички, прибитые родными репрессированных. Историки говорят, что где-то здесь, возможно, лежат останки еще тысяч расстрелянных. И не только здесь. Каждый город имеет такое огромное тайное захоронение. Возьмите, поищите у себя в городе. И вы увидите, и вся Россия покроется этими кладбищами. Пока же карта России покрывается совсем другими отметками. Екатеринбург, Воронеж, Пенза, Озерск. В этих городах обсуждают возможность установки памятников Сталину. Ведь желающие есть, а запретов пока нет. Нет Нюрнбергского процесса, который бы осудил его как преступника. Липецких сталинистов не смущает, что их бронзового вождя уже обливали краской и пытались изуродовать молотком.
Ведь камеры видеонаблюдения их офиса запечатлевают не только безмолвные сцены ненависти, но и проявление искренней любви, невероятной и необъяснимой. Вадим Контаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Сегодня мы начинаем наш новый мультимедийный проект «История времен Путина». Рубрику ведет публицист и историк Кирилл Кобрин. Российская власть, отжав Крым и столкнувшись с невозможностью отжать весь Донбасс, решила вместо территории отжимать историю собственной страны, соседей и всего мира. Вместо гибридной войны с Украиной она, под аплодисменты значительной части населения, затеяла гибридную войну с прошлым и со здравым смыслом. В сюжете, о котором пойдет сейчас речь, отжим Крыма и отжим истории тесно переплелись. Пришло время передавать слово Вашингтону. Игорь. Спасибо, Шахида. Североатлантический альянс официально открыл в Риге стратегический коммуникационный центр для борьбы с кибер- и пропагандистскими атаками. Выступая по этому поводу, сенатор США Джон Маккейн подчеркнул, что этот центр поможет донести правду до всех жителей стран-членов НАТО, включая государства Балтии. Североатлантический альянс открыл в Риге стратегический коммуникационный центр для борьбы с кибер- и пропагандистскими атаками. Как несложно догадаться, российскими. Главная цель не выступать против кого-либо, но для обеспечения мощи альянса. Потому что сегодня мы наблюдаем атаки на альянс. Нетрадиционные военные атаки. Кибернетические, информационные и пропагандистские. Стратегический коммуникационный центр начал работу в январе 2014 года. Однако был официально открыт только сейчас в присутствии высшего руководства стран Балтии и одного из главных критиков Путина в американском конгрессе, сенатора Маккейна. Я думаю, каждому известно, что Владимир Путин ведет пропагандистскую и дезинформационную кампанию, направленную на страны Балтии и также на Украину и на другие государства НАТО в регионе. И дезинформация оказывает определенный эффект, особенно на русскоязычных жителей стран Балтии. Я рассчитываю, что этот центр поможет донести правду до всех жителей государств-членов НАТО, включая государства Балтии. И я уверен, что мы способны победить ее, потому что пропаганда распространяет ложь. Этот центр жизненно важен для распространения правды, а правда побеждает всегда. Действия России в отношении Украины беспокоят Латвию, Литву и Эстонию, единственные постсоветские государства, вошедшие в состав НАТО и Евросоюза. США в последние месяцы обвиняют Россию в проведении кибератак на военные информационные системы. В аппарате спикера Палаты представителей республиканца Джона Бейнера обвинили администрацию президента Обамы в том, что она не принимает меры по отправке оружия в Украину, несмотря на санкцию Конгресса, выданную более 8 месяцев назад. Аппарат Бейнера в среду разослал электронное письмо, озаглавленное «Белый дом бросает Украину», в котором говорится, что Россия продолжает атаки на Украину и что США должны поддержать страну и оказать ей помощь летального характера. Специалисты подтвердили ценность экспонатов, поврежденных во время погрома, который был устроен православными радикалами в московском Манеже. Как заявили правоохранители журналистам, на экспертизу было представлено 4 линогравюры и 1 скульптура. С учетом мнения экспертов будет принято решение о размерах ущерба, нанесенного экспозиции. Между тем, руководители ряда крупнейших российских музеев требуют наказать православных активистов, разгромивших выставку, скульптуры которых мы не видим. О границах свободы в искусстве мой коллега Михаил Гудкин поговорил с художником Александром Косолаповым, чьи работы неоднократно подвергались вандализму со стороны религиозных радикалов. Общество содержит довольно дорогостоящий аппарат культуры в том смысле, что оно отражает все явления, которые происходят в обществе, и, естественно, переосмысливая своим художественным языком. И это общество дало лицензию, лайсенс, право художнику говорить о тех проблемах, которые сегодня существуют в обществе. Если общество не свободно, то такое право, естественно, у него отнимается. Мы видим, в Америке происходили выставки, в которые тоже не нравились. В частности, бруклинская выставка «Sensation», приехавшая из Лондона, была попытка закрыть Джулиани мэром города, но он проиграл суд. То есть такие попытки происходят в каждых странах. Но
общество дает право, опять говорю, что лицензию на поэтам, художникам, артистам выражать свои мысли. Но в том пространстве, которое мы видим сегодня в России, все более и более загоняется в угол, и это право просто отнимается. Экс-чемпион мира по боксу, американец Рой Джонс-младший, подал документы, необходимые для получения российского гражданства, сообщают СМИ. До этого он заручился поддержкой президента Владимира Путина, в качестве главной мотивации назвав желание вести бизнес и чаще бывать в России по профессиональным соображениям. Путин пообещал помочь боксеру, заявив, что российские власти с удовольствием выполнят его просьбу. «Я думал, мне осталось жить несколько недель», заявил на специальной пресс-конференции в Атланте, штат Джорджия, экс-президент США Джимми Картер. Он собрал журналистов для того, чтобы рассказать им подробности о своей болезни. Здоровье президента в США – тема открытая для общества. Но Джимми Картер, похоже, установил новый стандарт транспарентности. Александр Панов продолжит тему. 90-летний Джимми Картер собрал журналистов в офисе своей общественной организации «Центр Картера». На прошлой неделе бывший президент опубликовал заявление о том, что 3 августа в ходе операции ему была удалена меланома печени, но рак распространился и на другие части тела. На пресс-конференции Картер сообщил подробности. Он находится под наблюдением врачей, начиная с мая. Тогда бывший президент сильно простудился в зарубежной поездке по Гаяне. Теперь у него обнаружена меланома мозга, 4 маленьких пятна. Картер признался, что, услышав диагноз «рак мозга», он думал, что ему осталось жить всего несколько недель, но врачи ободрили его. Первый сеанс лучевой терапии прошел через несколько часов после пресс-конференции, на которой бывший президент шутил, говорил о своей любви к жене и тех ошибках президентства, которые, если б мог, он обязательно исправил. Лучшее, что я сделал в своей жизни, это женитьба на Розалин. Это вершина моей жизни. 69 лет вместе. У нас 22 внука и правнука, и новые рождаются каждый год. Я жалею о том, что не послал еще один вертолет, чтобы освободить заложников в Иране. Если бы их спасли, меня бы переизбрали президентом. Но если выбирать еще 4 года или работа в центре Картера, я выберу свой центр. Панкреатический рак стал причиной смерти отца, брата и 2 сестер. Рак груди был у матери президента. Генетическая предрасположенность, говорят в таких случаях медики. Состояние здоровья американских президентов и даже кандидатов в президенты – предмет общественного контроля. Здесь невозможны слухи о косметическом ботоксе, тяжелой травме спины, болезнях суставов и вплоть до самого худшего. Вместо слухов – медицинские справки. Барак Обама, как и прочие президенты, проходит ежегодный комплексный медосмотр. По результатам прошлогодней диспансеризации опубликована справка на 2 страницах с описанием показателей давления президента, результатами лабораторных тестов и списком лекарств, принимаемых хозяином Белого дома. Обама информировал граждан, как идет его борьба с курением. Но и бывшие президенты, которым полагается от государства пожизненная охрана, ежегодная пенсия примерно в $200 тысяч, медстраховка, оплата офиса и официальных поездок, считают себя обязанными информировать граждан о своем здоровье. Правда, до Картера они это делали в виде письменных заявлений. Так Рональд Рейган сообщил в 1994 году о болезни Альцгеймера, а этим летом Буш-старший рассказал в Твиттере о восстановлении после падения в своем поместье в штате Мэн. Оба президента Буша позвонили мне. Буш-старший перезвонил мне еще раз вчера. Я и жена очень благодарны за эти звонки. Позвонили президент Обама, вице-президент, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон. Госсекретарь позвонил впервые за долгое время. Джимми Картер продемонстрировал еще один пример открытости и стойкости, отмечают политологи. В ответ бывший глава государства получил тысячи и тысячи пожеланий выздоровления от американцев и жителей других стран. Александр Панов, Анатолий Кашенко, Дана Преображенская. Настоящее время, Вашингтон. И о природных катаклизмах в главном винодельном регионе Грузии нам расскажут коллеги в Праге. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Проливной дождь с градом обрушился на села региона Кахетия, это Восточная Грузия. Полностью уничтожены виноградники в 20 селах региона. Кахетия – один из главных винопроизводящих регионов Грузии. Местные жители рассказали, что град невиданной силы продолжался 25 минут. Град побил виноградники, фруктовые сады, повреждены линии электропередач, затоплены первые этажи домов.
Небольшой чешский город Терезин, в котором в годы Второй мировой войны были концентрационный лагерь и еврейское гетто, до сих пор хранит следы самой страшной трагедии 20 века. Репортаж Дарьи Соловьевой. С виду это обычные улицы небольшого чешского городка. Зеленые парки, люди в кафе, привычная жизнь за стеклами окон. И от этого ощущения еще более жуткие. Это Терезин, концентрационный лагерь, образцовое гетто. Здесь умерло 35 тысяч человек. Лукаш Лев работает экскурсоводом. Он привел группу молодых людей из Германии в крошечный музей на чердаке одного из домов. Не так давно он сам также поднимался по ступенькам и обнаружил комнату. Я поднялся на чердак, искал бойлер, зашел в то помещение, а там изображение Праги, надписи «Ноябрь 44-го», слова «Не могу спать». В Терезине, по разным сведениям, находилось от 12 до 18 тысяч детей. В живых осталось около 1000. Большая их часть ютилась в классах школы, блока Л-417. Остальные жили на чердаках домов, таких как этот, по 30-50 человек. Жили и как могли делали свой мир ярче. Я думаю, дети не воспринимали все так трагично, как взрослые, потому что просто не осознавали всего ужаса происходящего. Терезин был образцово-показательным лагерем, площадкой для самого масштабного и страшного спектакля. В 1944 году к приезду комиссии Красного Креста, чтобы опровергнуть слухи о массовом уничтожении евреев, несколько тысяч жителей гетто отправили в Освенцим. Так решили проблему перенаселения. В Терезине открыли магазины и кафе, выпустили собственную валюту. Каждое слово узников, каждая улыбка были отрепетированы. Плохих актеров ждала смерть. Представители Красного Креста остались довольны. В киношной липе была доля правды. В Терезине действительно играли в футбол, читали лекции, рисовали и ставили спектакли. А еще здесь голодали, мерзли, умирали от болезней, сгорали в печах крематория, уезжали в переполненных вагонах в лагеря истребления. Теперь сюда десятками приезжают туристы. Почти у каждого дома есть история вроде той, что обнаружил Лукаш. Я приехала сюда, чтобы понять, что здесь происходило. Я почувствовала, в каких условиях люди здесь жили. Не из книг, а прямо на месте. Это очень волнительно. Надписи в Терезине не только на чердаках домов. На днях представители чешско-немецкого проекта «Гетто Терезинштадт» благодаря старым фотографиям полностью восстановили надписи на стенах крепости, в которой жили взрослые узники Терезина. Тонкий песчаник, хрупкая штукатурка. В скором времени следов пребывания здесь 1000 узников совсем не останется. Останутся только сотни могил. Дарья Соловьева, Дарья Кудрявцева. Настоящее время. Полную версию этого репортажа смотрите в воскресной программе «Настоящее время. Неделя», которую проведет мой коллега Сергей Дорофеев. Наши коллеги в Вашингтоне продолжат тему Второй мировой. На этот раз речь пойдет о пропавших сокровищах Третьего рейха. Спасибо, Шахида. В Польше в горах, возможно, обнаружили поезд, на котором нацисты в 1944 году пытались вывести с территории страны золото, драгоценности и предметы искусства. Двое исследователей, которые нашли состав, готовы раскрыть его местонахождение в обмен на скромное вознаграждение. Это звучит почти как сценарий для продолжения фильма Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами». Где-то в глубине польских лесов, в подземных тоннелях, возможно, найден 150-метровый поезд с сокровищами нацистов на сотни миллионов долларов. Но это не вымысел и не шутка. В мэрию польского города Валбжих поступило официальное обращение от юридической фирмы, которая представляет неких граждан Германии и Польши. Они уверяют, что нашли полумифический железнодорожный состав, на котором военные Третьего рейха пытались срочно вывести из Восточной Европы оружие, оборудование, но главное – золото, ювелирные украшения, предметы искусства. И теперь охотники за сокровищами готовы рассказать властям, где находится поезд. Мои клиенты не охотники за сокровищами и не искатели популярности, они простые люди с большим опытом в этой области. Правда, делиться даром, данными об одной из самых таинственных загадок 20 века, судьбе награбленных богатств Третьего рейха, искатели сокровищ не готовы. Они требуют свою долю. Они требуют 10% от стоимости груза этого поезда в качестве своей награды. Так что мы делаем вывод, что они знают, что внутри состава. Само существование такого поезда – легенда. Нет документов, которые бы подтверждали его реальность. Есть лишь миф, что в нем нацисты, отступая под натиском советской армии, пытались вывести в Германию награбленные с оккупированных территорий. Есть даже версия, что в этом поезде может быть янтарная комната из царского села.
То ли в конце 44-го, то ли в начале 45-го года состав якобы вышел со станции Бреслау, ныне Вроцлав, в Берлин, но пропал по пути. Поезд якобы вошел в тоннель близ замка Ксенш, но из него уже не вышел. В этом районе действительно много заброшенных шахт и подземных тоннелей, которые строились для военных целей. И кто знает, может быть и правда, в одном из них все эти десятилетия был замурован поезд с сокровищами. На западном побережье США власти пока проигрывают борьбу с лесными пожарами. В Калифорнии в этом году уже произошло 4382 пожара, которые уничтожили почти 500 квадратных километров растительности. Подробности в нашем следующем сюжете. На западном побережье США проигрывают борьбу с лесными пожарами. В Калифорнии в этом году уже произошло 4382 пожара, которые уничтожили почти 500 квадратных километров растительности. Штат столкнулся с жесточайшей засухой. Деревья, кустарники и травы сухие и вспыхивают как спички. Распространению огня способствует сильный ветер. Сейчас ведется борьба с 16 крупными очагами. Задействованы более 10 тысяч пожарных и лесничих, которым помогает около 500 национальных гвардейцев. В последние дни пожарным удалось взять под контроль 2 крупнейших пожара на севере штата. Однако пришлось эвакуировать тысячи местных жителей и закрыть детские лагеря. Дым от пожаров буквально застилает небо и затрудняет дыхание. Это особенно опасно для людей, страдающих респираторными и кардиологическими заболеваниями, стариков и детей. Им рекомендовано поменьше появляться на улице и пользоваться респираторами. Огонь угрожает и некоторым другим штатам на западе США. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Аризоне и штате Вашингтон, где погибли 3 пожарных. Сегодня 40 миллионов женатых и, казалось бы, добропорядочных граждан США, Канады и Великобритании с ужасом готовятся к расплате за адюльтер – измену. Все они – пользователи сайта тайных знакомств Эшли Мэдисон, данные которых были взломаны хакерами. Между тем, в пятницу глава Пентагона Эштон Картер заявил, что в Минобороны начато расследование по факту того, что с сайтом были связаны тысячи электронных писем военных. Сегодня 40 миллионов женатых и, казалось бы, добропорядочных граждан США, Канады и Великобритании с ужасом готовятся к расплате за адюльтер. Все они пользователи сайта Эшли Мэдисон, данные которых были взломаны хакерами. Не поверите, но компьютерные злоумышленники действовали по зову совести. Их возмутила идея сайта. Слоган Эшли Мэдисон «Жизнь коротка, заведи роман». Ресурс был создан для женатых людей, ищущих интриги на стороне. Хакеры теперь требуют у компании, владеющей Эшли Мэдисон, закрыть этот сайт, и еще 2 других, предлагающих организацию знакомств с юношами и девушками, ищущими так называемого спонсорства. В подтверждении серьезности своих намерений хакеры опубликовали часть личных данных пользователей. Оказалось, что среди зарегистрированных изменников супружеской клятве порядка 15 тысяч сотрудников федеральных учреждений и Пентагона. В социальных сетях американцы уже шутят, что с нетерпением ждут подробности о политиках и представителях религиозных организаций, которые уж точно вели двойную жизнь. Ну а если серьезно, то по подсчетам аналитиков скандал может затронуть более 100 миллионов человек, среди которых будут и дети. В пуританской Америке к изменам относятся очень серьезно. Пока оценить число разводов и потери для экономики в результате имущественных споров никто не берется. Однако в социальных сетях уже можно прочитать комментарии обманутых жен и мужей. И бушуют споры о том, кто виноватее – хакеры или Эшли Мэдисон. И напоследок хорошая новость для кофеманов. Исследователи утверждают, что вопреки сложившимся представлениям, кофеин не вызывает привыкания. Как и некоторые другие вещества, кофеин резко активизирует естественное действие дофамина, гормона, благодаря которому мы начинаем чувствовать себя бодрыми и энергичными. Но в отличие от наркотиков, воздействие кофеина на мозг гораздо слабее. Так что если вдруг вы решите отказаться от кофе, вы можете сделать это в любой момент без особых неудобств. А пока пейте кофе на здоровье. На этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Не пропустите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем эфире смотрите. Как Грузия готова побороться за членство в НАТО. Контроль искусства насилием. Почему разгромили выставку в Манеже. И будни фабрики троллей в Санкт-Петербурге. Все это в субботу в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим коллег в Вашингтоне, всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.